Добрый вечер. На телеканале «Новый век» ток-шоу.опоры. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайырлы кич. 2023 в Татарстане был объявлен годом национальных культур и традиций. Символично, что одной из финальных точек этого года станет День Татарстана. В эту субботу, 2 декабря, на выставке «Форуме России» на ВДНХ в Москве. И там уже установили новогоднюю елку. Сейчас нам покажут режиссеры от Республики Татарстан. Ждем елку. Елку, игрушки для нее изготавливают совместно с мастерами народных художественных промыслов республики. Елка в цветах флага республики с орнаментами, наверху тарелка с тюльпанами, а еще из птицы счастья татарские накосники чулпы. И вот сегодня как раз хочется поговорить о традициях, о том, что сохраняется из поколения в поколение и хранит тепло рук мастеров. Тема программы «Народные промыслы. Итоги года». И сегодня очень красивая программа, но, по крайней мере, гости потрясающие декорации, потрясающие украшения, потрясающие. Вот сейчас все сами увидите. Представляю наших гостей с удовольствием. Ирада Хафизяновна Аюпова, министр культуры Республики Татарстан. Хайырлы кич. Хайырлы кич. Ильшат Габдельфартович Нуриев, глава Арского муниципального района, председатель Арского районного совета. Гульнас Марсовна Латыпова, заместитель директора по научной издательской деятельности ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Дина Фасыховна Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Республики Татарстан. Хайырлы кич. Рашиня Кемудиновна Саубанова, директор Казанского техникума народных художественных промыслов, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. С нами сегодня самая яркая, похоже, по крайней мере, в том костюме, в который к нам пришла, Надежда Альфредовна Шейхи-Исламова, этнодизайнер, художник, мастер объединения татарских мастеров Милиха Сите. Хайырлы кич. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Хотела предложить сегодня экспертам голосовать заодно кнопками на пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Но глядя на сегодня всех, я понимаю, что кнопки нам не понадобятся. Поэтому будем выражать свою точку зрения только словами. Начать программу традиционно предлагаю через результаты опроса нашей интернет-аудитории. Пользователям группы ТНВ ВКонтакте мы задали вопрос в начале недели: как часто вы приобретаете изделия народных промыслов? Ну вот что получилось? 7% пользователей ответили: да, покупаю часто. 93% опрошенных написали: нет, это дорого. 0% сказали: я не знаю, где купить настоящие изделия. Вот хочу экспертов для начала спросить, во-первых, какое ваше недавнее, например, приобретение, Ирада Хафизяновна? Мы вас помним, как вы удивляли публику на послании Раисы Республики Татарстан Государственному Совету, законодателем моды на тот момент были. Что из последнего вы покупали и насколько тревожат ли вас цифры вот этого интернет-опроса? Мы не беремся за достоверность социологическую, но вот такой взгляд нашей аудитории. Спасибо за вопрос. На самом деле я приобретаю достаточно часто изделия народных промыслов, но это чаще подарки. И в этом я соглашусь с теми, кто голосовал. Действительно, это, к сожалению, сегодня промыслы – это не та продукция, которую мы используем каждый день. И вот то, что касается последних моих приобретений, это ювелирный комплект в подарок, серебряный был моей коллеге, и отдельно был платок, но он стилизован. Так, а почему все-таки люди считают, что дорого? Ну, вы знаете, дело в том... В принципе, не должны быть вот такие изделия масс-маркета. Я думаю, что самое главное разделять. Разделять два понятия. Это народный, традиционный народный промысел, который handmade, который сделан руками и который сделан на основе традиции, и сувенирную продукцию. Вот сувенирной продукции, тиражированной, ее бывает достаточно много. И если мы говорим, например, о той доступной продукции, которая есть сегодня, и у нас гранты Министерства культуры выдаются, собственно, вот именно на использование традиций, использование традиционной орнаментики, но в более тиражируемых изделиях, и за счет этого попытка сделать эти изделия более доступными. Например, фартук. Фартук, который, кстати, это очень популярный подарок. Фартук, который, если мы будем расшивать его вручную, то, естественно, он будет стоить, ну, не одну десятую, ну, там, 10-20 тысяч рублей, в зависимости от того, какая техника будет использоваться, какая нить, какая ткань. Но если сделать машинную выставку на основе татарского орнамента, на основе татарской традиции, то, естественно, это уже будет гораздо дешевле, и это будет стоить 1000-1500 рублей максимум. Поэтому здесь все зависит от того, что вы ставите приоритетом. И значит, нам важно и сохранить, и популяризировать. Да, да. И это
тот тренд, который сегодня существует во всем мире. То есть есть аутентичная локальная традиция и есть ее так называемая глокализация, когда локальный тренд, он становится международным таким признанием, да, завоевывает международное признание и становится доступным в любой части земного шара. Например, индонезийские, малазийские швей, которые вышивают, которые формируют их национальный орнамент. Есть такая программа, которая позволяет вот этот орнамент интегрировать, продавать крупным холдингам. Эти холдинги тиражируют, например, постельное белье, либо скатерти с этой вышивкой, с этим орнаментом и рисунком. И это становится и дешевым, и доступным, оно уходит в масс-маркет, но традиция эта, она тем самым сохраняется, потому что идет, простите, промысл, это в первую очередь запатентовано фактически. Да, ее фактически патентуют, здесь вопросы и защиты авторских прав. Ах, спрошу я у Ильшата Габдельфартовича, что вы покупали в последнее время? Я много чего покупаю, так же, как и Рада Хвизяновна, но в основном это подарки. Но и вопрос к тому, почему это дорого. Художественный промысел – это же ремесло, которое уже стало искусством. Да. И в основном там это делается вручную. Например, казанский шов, да, у нас вот в Арске, ну, Арский район всегда издавна славился очагами, чуйками, и, соответственно, все же там делается вручную. Казанский шов – это вот когда из кожи вырезается мозаика и скрепляется вручную швом. Он назывался и называется казанским. Это уникальное ремесло. Такого нет вообще в мире. Ну, сложно ремеслом уже называть, да, наверное, да? Действительно искусство, да, соглашусь. Это искусство, поэтому оно не может быть дешевым. Но, наверное, вот как Ирада сказала, если это где-то применять тут уже какие-то технические, там, например, машины, другие, наверное, можно удешевить. Но там и качество будет другое. Тогда это, наверное, скорее всего, уже не будет народным промыслом. Можно я все-таки оговорюсь? Если мы, Ильшат Габдельфартович правильно сказал, если мы говорим об искусстве, то есть ювелирное искусство уже, да, вот искусство кожаной мозаики и многое другое. Но есть промыслы, которые очень доступны, которые мы используем и сегодня. Например, валяльный промысел. Валенки – это тоже промысел. Это тоже традиция. Она доступная. Нет, это Кукмару тоже есть. Но в Арском тоже. Мы почитали у вас на сайте. Что из украшений женских любите, Ильшат Габдельфартович? Сейчас, секундочку. Или, например, керамика. Она тоже достаточно доступна, но все зависит уже от мастера. С украшениями и так далее. Какие украшения любите? Вопрос такой сложный, можно не отвечать? Ну хорошо. На ваш взгляд, ну понятно, что мы сейчас все понимаем, искусство – это дорого. Безусловно. Да. Но не смутила ли вас цифра та же самая, что люди не знают, где покупать? Значит 0% же не знают. 0%? Да. Значит, то есть все знают. Вот, честно говоря, скорее этот 0% вот, как таковой, на самом деле, люди не знают, что такое настоящий народный промысел. Мне на самом деле кажется, что просто ваши пользователи – это молодежь, которая владеет социальными сетями, а в социальных сетях сейчас идет продажа. И я отношусь к тем 7%, которым это дорого. Давайте исходить из того, что действительно, если ты хочешь качественное украшение, оно не будет дешево стоить. Но я не вижу в этом проблемы. На мне сегодня ничего моего. Я все взяла на прокат. И я не стыжусь этого, это нормально, это естественно. Почему бы не сделать премиум украшений, которые можно на прокат сдавать на какие-то мероприятия? И это будет настоящее серебро, это будет настоящее ювелирное украшение, а не чеканка. Ну, не могу сказать, что подделка, а не современная имитация. То есть я понимаю, что должен быть рынок разный. Должен быть и премиум-сегмент, должен быть и масс-маркет. И в любом случае мы должны с вами понимать, тоже та же самая рыбно-слободская ювелирка, которая была в конце 19 века, которая производила не только для татарского населения, а для всех народов Поволжья, это был дешевый сегмент. Дорогие ювелирные украшения изготавливались в единичном экземпляре. Как раз таки они сейчас сохранятся в наших кладовых и выставляются в той самой музейной кладовой Национального музея. То есть всегда существовал разный рынок и разный потребитель. И, в принципе, мы повторяем то же самое, что было и до этого. Ничего сегодня, нового. В принципе, задача удовлетворить спрос, конечно, любого потребителя. Конечно. Надежда Альбертовна, что на мне сегодня? Я хочу мое приобретение прокатное сегодня. Какой век? Это подлинник на вас, 19 век, Якашилбыры, татарское украшение нагрудное. Вот такой вот интересной формы, с длинными цепями. Очень современный, несмотря на 19 век. Отлично вписывается. Как часто замечается вообще спрос
замечаем. Насколько он вырос по вашей мастерской? Ну, вы знаете, когда мы стали делать татарский костюм традиционный в 2020 году, спрос уже тогда был. Но поскольку мы не прерываемся, мы работаем, спрос постепенно возрастает. А по поводу покупки, да, не все могут это себе позволить, но выручает аренда. У нас можно взять аренду костюм, и у других коллег тоже можно его взять, если понадобится. Потому что не каждый день это нужно людям. Это нужно на праздники, на какие-то мероприятия и так далее. Тебе проще взять костюм в аренду, чем шить его или покупать, или заказывать. Это выручает. Хорошо, у нас искусством занимаются еще в техникуме народный промысл. Мы тоже вот эту всю красоту, которую мы сегодня видим, и зрители сегодня видят, созданные и украшения сегодня к нам принесли. Да, именно в техникуме. Насколько... Вот, у меня такое ощущение, если такой спрос, то должен быть безумный ажиотаж в сам техникум. Ажиотаж. Сегодня у нас где-то 120% контрольной цифры приема мы выполняем. Если 120% мы выполняем контрольные цифры приема, некоторые учебные заведения даже набрать не могут, но есть спрос, есть желание, идут к нам учиться уже желанием, хотят этим искусством заниматься, поэтому я, выезжая другие за границы, покупая для методической работы разные изделия. Чем сохранено, допустим, недавно были мы в Туркменистане, дни татарстанской культуры были. Тоже они интересные, такие удлиненные изюшки делают. Все надеть на свои национальные одежды. Конечно, я говорю, давайте машинным или каким-то способом мы тоже будем вести традицию. Наши вот эти ручной работы очень дорогая. А если мы на машины вышивку сделаем по потокам, то она будет дешевая. Поэтому... А много ли из тех, кто поступает, в конечном итоге выходят и работают по профессии, создают свое дело и продолжают заниматься ремеслом? А вот недавно у нас был юбилей техникума, Казанского техникума. В этом году я решила сделать из выпускников сделать выставку. У нас около 70 человек в реальном секторе экономики, который работает, набралось, но мы вместили только 25 человек. Но все они налогоплательщики, все они... То есть официально зарегистрированные субъекты малого и среднего предприятия. Да, наши выпускники, то бы это самозанятые, то бы это ИП, ООО, какие-то партнеры и прочее. И они все занимаются исключительно народными промыслами, да? Мы говорим об этом. Потому что они с лучших товаров и услуг Республики Татарская Российской Федерации получают тоже гранты, титулы. Я думаю, что техникум правильное направление, когда есть вот такие у нас... хороший ход, переход на машину, да? Пример. У меня в министерстве работала девушка, которая ушла с госслужбы, поступила в техникум. У нее потрясающая, кстати, головной убор. Работа выпускная. Всегда премиум украшения? Нет, вопрос не в этом. Она просто творческий человек была. Она хотела пойти в мастера, в ювелирный промысел. И она сегодня работает. Сделала казанскую шапку, она сделала. Шапка Мономаха. А-ля шапка Мономаха сделала она. Интересно. Гульнас Марсовна, насколько, в принципе, сегодня рост интереса и как покупательский сегмент, да, так и, в принципе, самих ремесленников? Замечаем ли мы, что их становится больше? Потому что, в принципе, ниша сегодня очень такая востребованная, да? Ну, мы в нашем центре стараемся каждый раз объединять, каждый месяц практически проводим всевозможные методические семинары. И их становится действительно больше. Если на первый год, когда мы образовались, да, их приходило человек 15-20, то сейчас количество обращаемых, да, к нам за помощью становится все больше. Вот буквально на днях мы собрали почти 50 человек, но это как бы не предел этого показателя. Да. Если мы проводим какие-то большие семинары, то у нас всегда аншлаг. То есть более 100-150 человек собираются. Вот. Очень большой интерес у молодого поколения, у предпринимателей, которые только начинают свой путь. Очень много обращаются за консультациями, говорят, как все-таки сделать изделие такое интересное, продаваемое, то есть как с художественной точки зрения, потому что человек, который далек, но очень огромное желание заниматься, не хватает своих компетенций.
Поэтому мы и всевозможные брошюры издаем, выпускаем и для детей раскраски, которые впоследствии могут служить и пособием при разработке именно эскизов изделий. В техникуме нужны курсы какие-то короткие, нет? У них есть. Более того, сейчас у нас стартуют 2 проекта. Это уже на площадке муниципальных районов. У нас будет эта система уже не профессионального образования, не начального профессионального образования, не среднего профессионального образования, а дополнительного образования. И сегодня это тоже востребованный сегмент. Особенно это актуально в местах традиционного бытования, поскольку вот коллеги меня поддержат. Если мы говорим к чистоте терминов, то народный художественный промысел, он имеет 2 характеристики. Это технология изготовления и место традиционного бытования. Поэтому здесь вот сегодня Ильшат Габдульфарович присутствует. Это как раз Арский район, он место традиционного бытования большого количества промыслов. На уровне генетического кода у людей там лучше получается. Да. Вот все вот высказались, я поняла, что у нас такая красивая картинка, что на самом деле у нас есть много производителей, есть покупатели. Все есть. Да. Но проблема на самом деле возникает. Есть. На самом деле все не так хорошо и радужно. Давайте. Нет, к вопросу по поводу раскрасок. Ну, в силу своей деятельности я эту раскраску получила одна из первых. И в первую очередь я принесла в садик ребенку. Мне все спрашивают, а где купить? В продаже нет. А где купить предметы из техникум народных художественных промыслов? То есть, когда их видят, они приходят, а куда идти? Я говорю, в техникум. Они говорят, а мы приходим, а мне говорят, что это не магазин. То есть как-то, мне кажется, нужна больше доступности, чтобы это в массы шло, не только на песчаном базаре или на каких-то маркетах или фестивалях, а максимально это продавать, и чтобы это было прям вот в шаговой доступности. Ну, на поток поставлено. Конечно. Но вы все знаете, сейчас реализуют по инициативе Рустама Нургалиевича Минниханова, у нас реализуется проект по трансформации ЦУМов, как раз Центр традиционной культуры, где будет в том числе единая локация, обеспечивающая полную доступность и самих промыслов, и изделий, точнее, информации по технологии этого промысла, потому что это будет шоурум, как можно производить тот или иной промысел. И в том числе там прописан и элемент образования. Поэтому этот вопрос сейчас решается, но я полностью соглашусь с Диной, что действительно одна из самых больших проблем сегодня – неинформированность. Хотя промыслы они у нас сегодня, за счет чего, например, Кукмарский валяльно-войлочный комбинат сегодня делает объемы. Они очень хорошо присутствуют в маркетплейсах. И это очень хороший сегмент. Здесь есть одна проблема. В силу того, что изделия народных промыслов, они уникальны, и изюминка их в том, что никогда не будет 2 похожих изюм, все равно будет какая-то своя как бы изюминка. А вот по поводу онлайн-площадки, Гульнас Марсовна, вроде бы начинали же эту тему, да, что какие-то онлайн-продажи у нас будут. Какой-то свой маркетплейс, который будет непосредственно вот реализовывать именно народно-художественные промыслы. Или у нас такого нет? Нет, у нас сейчас разрабатывается общая республиканская как раз программа по цифровой трансформации культуры, где заложен в элемент развития и там создание нашего национального маркетплейса. Хотя в любом случае без партнерства с крупными площадками это нереально. Все равно по образу и подобию, возможно, эти площадки нет, жаль их не использовать. То есть, безусловно, они уже раскручены. Как спозиционировать, тем более там уже изначально не нужно создавать с нуля. То есть, по крайней мере, запустите, чтобы люди уже начинали зарабатывать, на том этапе. Мы сейчас говорили о Барском районе. Как называется? Место традиционного бытования. Бытования. В Арском районе, то, что прочитали на сайте. Вот, кстати, очень хороший сайт, очень хорошо наполненный. В Арском районе развивалось кожевенное ремесло, обработка кожи, вышивка на коже, изготовление головных уборов и обуви, валяние валенок, плетение безворсовых ковров и паласов, резьба по дереву. Это основные занятия жителей некоторых татарских деревень. Вышивание ичиги, мы говорили, тюбетейки, сохранилось до наших дней. Еще делали ювелирные украшения, сани, телеги. Вот как сегодня обстоит дело, я знаю, что шел разговор, и одно из интервью ваших, по-моему, было о том, что вы хотели создать центр. Вот как сейчас Ирада Хадзяновна говорит, что у нас будет ЦУМ, который сегодня превращается в ремесленный центр, шоурум. Это, наверное, главное событие в народных промыслах. Это главное решение. Главное решение, да. То есть создание чуть, наверное, уже будет позже. А вот что у вас с центром? Есть ли перспективы, в принципе? Во-первых, вот Ирада Хадзяновна присутствует здесь. Хочу вам огромное спасибо сказать. Это была ваша идея. И сегодня сделан проект. Мы его уже презентовали федералам. И ждем финансирования. И кроме того, сегодня мы же тоже как местные власти заботимся об этом. И тем более в марте мы, Ирада Хадзяновна, рассматривали, на Совете по культуре и искусству
И я выступал перед Раисом нашей республики, он поддержал эту идею. И сегодня вот этот проект, я думаю, несмотря на некоторые финансовые трудности федерального уровня, все равно мы его реализуем. Но кроме этого уже делается после вот этого совета. Сегодня у нас педагогический колледж уже реализует образовательные курсы. Вот о чем вы говорили, да? Чего не хватает. Сегодня уже там уже люди обучаются именно казанскому шву, как его делать. Соответственно, это с детьми... как доп. Образование? Да, да. И сегодня мы с детьми занимаемся. Вот у нас первая школа, дети очень заинтересованы в кожевенных изделиях. Правда, они особо вот таких не делают, но все равно они делают брелоки, делают сумочки для себя. И, соответственно, они плюс к тому, что они заняли вот в школьном бизнес-проекте первое место по нашей республике и получили грант. Плюс к тому же еще в селе Новый Карлай у нас находится музейный комплекс имени Тукая. Сегодня и там мы проводим мастер-классы. Очень хороший отклик у наших туристов вызывает. Но это и увеличение туристического потока в наш район. Соответственно, мастер-классы, именно продажа вот тех изделий, которые они сами там доделывают. Вот все это делается на сегодняшний день. И я думаю, и продолжим мы, потому что вот совместно с республиканской программой развития народных промыслов мы сейчас и у себя вот разрабатываем вот такую программу. А вот сама идея центра, что там должно было быть? Что там будет? Давайте так, позитивно посмотрим. Позитивно. Что там будет? Там будет музей, во-первых. То, что в Арском районе был огромный производственное объединение национальной обуви, которое обанкротилось в 2000 году, да, к сожалению. Оно образовалось в 1929 году, если мне память не изменяет. В 1941 году переехал в Арский район. Сначала оно было там, в Высокогорском районе. В 1972 году уже переехал в Арск, но, к сожалению, он обанкротился, и вот там будет музей. Там работало 1500 человек. И вот действительно, когда люди говорили Арский район, вот я же не зря в своих первых словах сказал, это вот подразумевалась национальная обувь. В 80-м году получили золотую медаль в Лейпциге, Лейпцигской ярмарке. Изделия, сделанные нашими мастерицами, были подарены Индире Ганди, Сталину, Крупской даже дарили. Ичиги. Айсидор Дункан, фотографии. Полуботинки, да. И, соответственно, заказывали прямо из Парижа даже. Еще даже, когда я работал, мы хотели возродить, но вот возвращаясь к этому центру, мы хотим там еще сделать мастерскую небольшую, чтобы, например, тот же поток туристов, как раз мы сейчас там реализуем один из наших туристических идей, старой дорогой в центр города, он от вокзальной площади идет в центр города, и, соответственно, мы оставили место для этого центра. Половина будет музей, половина будет мастерская. И, соответственно, я думаю, все равно это нам окажет содействие и в привлечении туристов, и в занятости нашего населения, и в сохранении наших народных промыслов. Но все-таки, мне кажется, все, что касается туризма, это немножко развлечение. Но да? все равно... Вот, наверное, и к вам, Рада Хавидяновна, и к вам. А мы не можем восстановить Арскую фабрику? Почему? Почему мы должны снова сделать какой-то туристический центр, а обувь на продажу? С чего-то надо начинать. Вы знаете, вот ваш вопрос абсолютно правомерен. Да? Давайте, вот в 2000 году действительно эта фабрика, она фактически обанкротилась. И одна из ключевых проблем на сегодняшний день, точнее, две ключевые проблемы сегодня существуют по возрождению Арской фабрики. Первое – это все-таки выделка кожи, потому что кроме пошива, должна быть еще качественная кожа и выделка этой кожи, так, чтобы можно было ее использовать сырье. И второе – это должно быть достаточное количество мастеров. Вот, наверное, сейчас тот час X, если мы сегодня совместными усилиями, и это и техникум народных художественных промыслов, и институт культуры наш, и, безусловно, Фешенское училище, которое в большей степени акцент делает на дизайне, да, вот на сохранении дизайна этой традиции. Если мы всеми силами, всем миром, что называется, не привлечем внимание к сохранению этой традиции, к тому, чтобы не прерывалась эта нить, пока еще живы эти люди, пока Айдар Гайнуддинов жив, да, который является носителем, да, этой традиции, мы потеряем промысел полностью.
То есть у нас есть Сахтиан, который вошел сегодня в список на федеральном уровне предприятий, которые реально сохраняют традицию. Вот эту традицию, именно традицию, не реплику, не некий такой отголосок, а нужно сохранить аутентичную 1200 традицию. человек было на этой фабрике. Вообще мы сегодня в состоянии, вот, например, завтра чудо, да, здание появилось. Такое же невозможно, нет, мне кажется. Вот на данном этапе нет. Да. Именно поэтому вот эти вот проект, который Рушния Кем она сказала, когда мы будем на как раз эта территория Атнинского, Сабинского районов, да, то есть там мы будем стараться вот, да, вот возродить вообще в принципе культуру организации этого труда вот, для жителей села в том числе. Потому что, на самом деле, это, вот мы сегодня все говорим искусство и так далее, но это форма занятости, традиционная форма занятости. Если вы посмотрите документы, хранящиеся, например, в Российском государственном историческом архиве, где описывались населенные пункты в XIX веке, ключевой элемент этнографии и ремесло, ключевой элемент, потому что люди этим жили. Потому что был спрос за счет того, что это был хлеб для них, понимаете? И вот при сегодняшнем кадровом дефиците в принципе по стране на ближайшие 16 лет примерно мы попали в зону там, нулевой, да, безработицы, показатели, провал в экономике определенный тоже есть. Мне кажется, на самом деле это не совсем реально восстановить. Но начинать с чего-то надо. Про сырье. Мы все время все мастера работают на итальянской коже, да, а наша кожа Софьян. Но правда мы забыли, что Софьян нам поставили откуда? Астрахань, Казахстан. К нам просто эти стада приходили, мы обрабатывали эту кожу. Но мы еще, знаете, мы в этот раз были с Рустамом Нургалеевичем в Каракалпакстане, Узбекистана, и там нам представили, в том числе, вот я передала коллегам, да, образцы кожи. Мне кажется, вот это совместное производство, оно тоже может на сегодняшний день немножко изменить ситуацию, вопрос потому что, да. с поставками одна проблема накладывается на другую, это все-таки комплексное решение. При этом, что мы еще потеряли, да, чугунное литье, насколько я знаю, поправить, если я ошибаюсь, рельефная чеканка, коврот качества, художественная резьба по кости и по камню, пуховый промысел, чернение по серебру и чебоксинская ковка. Чебоксинская ковка на сегодняшний день, к сожалению, даже в музее, вот у нас национальный музей, всего 3 единицы хранения, которые связаны с чебоксинской ковкой. Сегодня она у нас сохраняется, пока, слава богу, Аллаху шукр. Благодаря чему? Кому? В объектах культурного наследия. Вот у нас недавно отреставрировано Фершинское училище. В объектах, да? Но в людях уже... Нет, да? Дом Ушковой, это Зинаида Ушковой. Там мы, или, например, наше здание Союза писателей, да, то есть это все вот эти объекты, в которых мы можем еще наблюдать. А в людях уже нет. А вообще надо их возрождать? Вот, Рушния Кемальдиновна, кого-то готовите по вот этим промыслам? Надо, я думаю, все направления надо тихо-тихо развивать, потому что есть обращение с районов, с глав. Все главы хотят открывать филиал Казанского техникума народных промыслов. Уже и обращались и Министерство культуры, и главе напрямую там пишут, Раису Республику пишут. Но, тем не менее, я вот правильно говорит Ирада Газяна, что традиционное бытование нам надо сохранить. Где есть именно вот сохраненное вот это направление, нам надо сохранить. Буквально вот где-то ноябрь-октябрь месяц ко мне тоже обратились из Института Марджани. Они хотят обучить здесь специалисты по чебоксинской ковке. В центре Казани тоже я обратился, Ирада к вам, у них есть какое-то огромное здание. Я сказала, у меня нету помещений, нету у меня общежития, нету у меня третья, четвертая проблема есть. Но тем не менее, есть инициативные люди, которые сохранили технологии. Буквально я вот год горячие мало технологий я возродила. Потом чеканка тоже технологии мы возродили. Очень много утрачены направления. Вот мы качеством занимаемся тоже. Тихо-тихо коврота качества тоже возрождаем. Это можно достичь благодаря поддержке РАИС Республики Татарстан. Так как мы стали ресурсным центром, закупили инновационное оборудование. Конечно, без цифровой технологии это невозможно, потому что ручную сидеть сегодня студент не будет. Надо какие-то технологии приобретать, оборудование. Есть такие возможности. Вот наши платки. Дизайнер разрабатывает дизайн узоров, именно татарские национальные, и мы печатаем. Это привлекает. Мы привили, уже я не знаю... Хотя это не промысел. По своей природе это не промысел. Это как раз тот пример сувенирной продукции. Это работа.
Работа и с туристами в том числе, да. То есть это наша сувенирная продукция уже в некой степени. Есть спрос. Мы готовы сегодня открыты. Если будет помещение, вот по поводу ЦОМа там у нас идет, по поводу, значит, то есть, филиалов, в принципе, все эти утерянные ремесла мы можем возродить. Есть пока у нас анализ, я сама как кандидат педагог, я всегда изучаю исторический часть направления, технологический часть сегодня, чтобы мы пока не потеряли технологии. Вот поэтому мы не можем направление. Да. Сейчас мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Продолжаем обсуждать красивую, но и болезненную местами тему. Вот остановились на том, что не все промыслы, много промыслов мы потеряли в Татарстане. Вот Ирада Хафизяновна сейчас во время рекламы говорит, а может быть и не надо возрождать все. Нет, я не так сказала. Я сказала о том, что все-таки давайте поймем, что промысел – это очень большая рефлексия на среду обитания. И есть промыслы, которые в современном мире однозначно не будут востребованы. Тут нужно просто понимать, что вот, мне кажется, важность научных исследований и важность именно научного описания технологий промысла. Вот эта история, которой однозначно нам нужно заниматься, чтобы сохранить саму технологию, историю этого промысла. Но если мы говорим о том, чтобы, вот, например, у нас лошадиные силы у кого-то под капотом гораздо в большем количестве, чем раньше это лошадка несчастная, которая везла тележку. Но связанная с коневодством, связанная вот с лошадиным извозом, было очень большое количество промыслов. И, естественно, не нужно ни такого количества промысловиков, сегодня не будет востребовано такое количество товара, который бы им был бы. С учетом современных реалий, и в том числе. Еще один момент. Вот на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе Республики Татарстан в марте этого года, да, было заседание, он отметил, что сегодня в Татарстане более 1500 субъектов малого и среднего бизнеса занятых в сфере производства текстильных и ювелирных изделий, бижутерии, изделий из кожи, музыкальных инструментов. И по официальным данным лишь 41 субъект был зарегистрирован под видом экономической деятельности народные художественные промыслы. 13 из них официально подтвердили статус социального предприятия. Насколько я понимаю, что большинство предпринимателей работают без официального статуса. Вот, Надежда Альфредовна, вот как вы работаете? У вас вообще есть... Вы работаете на гранты. Я не знаю, это настолько вот... Я говорю, если промысел искусства, я не представляю, как из этого сделать быстрый бизнес и быстро монетизировать и быстро заработать. Там такие вложения должны быть на начальном этапе. Да, в принципе, в мастеров, которых сегодня нет. Как? За счет чего вообще выстроили? И вообще, это бизнес сегодня? Это не бизнес, я не могу это назвать бизнесом. Да. Это больше стиль жизни. Да? Это наш смысл жизни. То есть мы, как художники, мы взяли этот путь, мы по ним идем. Мы не можем надеяться на Министерство культуры, потому что это будет нелогично. Раз мы сами выбрали этот путь, мы сами по нему и идем. Сколько можно продержаться? Я не думаю, что долго. Да, но по материалам, чтобы шить костюмы, есть барахолки, да, где люди, например, продают очень хорошие советские ткани, которые стоят бюджетно. И они абсолютно новые практически. Из них можно запросто шить там аутентичное платье. Да. Если говорить про дорогие ткани, тут уже под клиента подстраиваешься, ищешь под это дело итальянскую ткань или какую, на это нужен бюджет уже. А есть у нас в магазинах, и, в принципе, из китайских материалов можно собрать доступную реплику. Можно, при желании. Так, в принципе, какие проблемы вы для себя видите сегодня? Вот в чем вам надо бы помочь? Просто вот Ирада Хафизяновна рядом, может быть, чем-то вот сейчас порекомендует, посоветует. Проблема в том, что мы сейчас обсудили, чтобы в это дело шли мастера, здесь нужно какую-то систему придумать. Если мы еще можем делать это на идее, наше поколение 35+, то молодежь, здесь надо как-то что-то придумывать, потому что они не хотят. То есть для них это надо сразу, чтобы было денежно, прибыльно, выгодно. Если мы работаем за идею практически, то с молодежью у нас проблема, что Нюкинуддина подтвердит.
Да, можно? то есть здесь так нужно что-то придумать. Вы знаете, здесь нужно стимулировать потребление. Вот промысел не выживет, если этого не будет эффективного потребления. Если люди не начнут поддерживать промысловиков сами, потому что никакие гранты этот вопрос не решит. Мы можем дать гранты на закупку, например, какого-то оборудования. Да? Федералы предоставляют определенные преференции при продвижении. Но в конечном итоге, закупку там сырья, но при конечном итоге это все-таки бизнес, понимаете? И вот, кстати, завтра я сейчас лечу в Москву, потому что завтра в Госдуме, кстати, депутат от Республики Татарстан Максим Анатольевич Топилин, он проводит обсуждение нового закона о креативном предпринимательстве, которое в первую очередь, оно терминологически. Вот вы задали вопрос, почему не все регистрируются. Это в креативном бизнесе, оно на сегодняшний день в творческих индустриях, оно практически везде распространенное явление, то, что предприятия регистрируются по тому виду экономической деятельности, который им, скажем так, более-менее подходит. Более-менее подходит. То есть это может быть, это легкая промышленность, это текстильный промысел, это там, я не знаю, там производство обуви. Это же, по сути, это ювелирный промысел. Но это может быть и мастер народно-художественного промысла. Терминологическое определение и определение именно более четкое определение субъектов поддержки. Это те новации в законодательстве федеральном, которые сегодня очень активно обсуждаются, как в контексте креативных индустрий, так и с точки зрения закона о новой редакции закона о народно-художественных промыслах. А как мы можем стимулировать потребление? Безусловно, необходимо понимать, что это нужно воспитывать. И Рада Христиановна с самого начала сказала, давайте начнем с детских садов. Не показывать ту самую клюкву. Каждый раз, на каждой передаче рассказываю историю про своих бедных детей, которые надевают на все праздники, на все конкурсы очень своеобразные костюмы. И когда у меня ребенок рассказывает в школе, что такое яхашилбары, ей не всегда верят. То есть это говорит о том, что просто элементарно на самом низшем звене, то есть воспитание, начиная с детского садика, нет никаких знаний. А если ребенок не знает, ему это будет неинтересно, и когда он вырастет, он также не будет желать об этом знать. То есть без образования никуда. Ну и, конечно, популяризация. Наверное, еще надо начинать с семьи. Вот опять-таки пример Туркменистана. Мы спрашиваем, как вы сохранили все свои традиции, народные промыслы. Они говорят, у нас бабушки, дедушки, они сидят, так вот, ковры. Так вот, маленький ребенок родился, он... А как мы сейчас начнем с семьи? Сидит, вот да. Мое поколение, вот мы с Надей 35+. Если у меня не было воспитания в этом, оно ко мне сейчас не придет. Либо я хочу, либо не хочу. А мои сверстники, они не хотят. Здесь уже самосознание только изначает. Подождите, можно же сделать модным. Вот я считаю, что сегодня, на самом деле... Вот я еще раз, сегодня переломный момент во всем. Сегодня очень большой спрос у нового поколения на самоидентификацию. И люди себя идентифицируют абсолютно по-разному. Кто-то себя ассоциирует с теми или иными сообществами. Можно ругать эти одноклассники, ВКонтакте, социальные сети. Но на самом деле самая важная тенденция, что человек от моего эго, у него появилась потребность ассоциировать себя с той или иной группой. И используя этот момент, очень абсолютно важно. То есть попробовать пробудить у них, мы говорим о патриотизме. Патриотизм должен быть осознанный. Мы должны понимать, кто мы и откуда мы пришли, этнически. Давайте вернемся домой, посмотрим вокруг себя и скажем, что на нашей кухне говорит о том, что вы... например, татары. И Рада, беда в том, что мы-то придем и зададимся этим вопросом, а остальные 80%... Я согласна. Дискуссия в обществе должна быть. Сегодня хорошая возможность. В принципе, абсолютно согласна, что от семьи, вплоть до того, что даже я обнаружила для себя, что у меня в меню, в принципе, исчезли определенные блюда после ухода Абики. То есть у нас в семье перестали это готовить. Еще более-менее одна тетя сохраняется, соленый вяленый гусь, еще что-то. А все остальное, там определенные и бекри, и бекен, и так далее, все это потихоньку ушло, мы перестали это готовить. Это остались классические балеши, шпичмаки и не более того. Потому что все-таки оттуда действительно идет. Но если сейчас Дина Фасыховна говорит о том, что с детского сада, это же сколько мы это потребление выращивать будем? Ребенок агент развития, он просто начнет, а семья продолжит. Подождите,
сегодня Ильшат Габдульфарович говорил про совет по культуре. Там одна из тем, которая поднималась, это как раз интеграция в образовательный процесс школ компонента, связанного с мастерами. У нас сегодня мастера активно ходят в школы, да? У нас есть уже разработанные методики проведения уроков. Просто мы запустили этот процесс. Сейчас очень важно не останавливаться. Очень важно не останавливаться. Вот первая школа, вы говорили. Да, вот я сказал, это же не надо, вот, например, только с садиков. Это надо и заниматься и садиками, это надо заниматься школами, это среднеспециальные учебные заведения, это вот, например, училища, другие колледжи, да, институты. Вот это все надо совместно начинать. Ничего страшного нет. Понятно, что из того, кого мы хотим, все, они 100% не пойдут. Но если хотя бы 50% но они будут пойдут... Уважать это. Да, знать, хотя бы они будут знать, что это такое. По крайней мере, да? Да, и обязательно, вот я еще плюс хочу сказать, и действительно надо работать грантами. Сегодня же очень много грантов. Понятно, все равно это постоянно жить на грантах не получится, но это первоначальный капитал. Это же очень важно сегодня. Для многих это очень важно. И, во-вторых, вот я не зря сказал, вот у нас сегодня Педколледж уже проводит курсы, да, по казанскому ШВО. Первая школа у нас занимается. В садиках мы уже преподаем, вот, в основном по татарскому языку обучаем хотя бы. А в каких садиках? А? Я извиняюсь, в каких садиках? Вот мы все время, говорят, школа приходит. У меня ребенок учится в 18-й гимназии. Варского района. Переезжайте. А Казань? Нет, в Казани тоже есть экспериментально, она пробируется методикой. К сожалению, вот и в Варске есть такая проблема, да, мы говорим, что вот мы 94% населения у нас татары. Но, к сожалению, вот в городе самом, Арске, в районном центре, многие дети разговаривают по-татарски. И мы стараемся насильно их учить татарскому языку. Не насильно уже, а через разные игры, через разную вот вовлеченность детей вот в такие... У вас родина Алифбы, ну что, да, что да. хотите, Поэтому, да? соответственно, я считаю, что не только надо перекладывать на семью. Это должны заниматься и общественность, и учителя, и садики, и семья. Все вместе, если займемся... Дина права, понимаете? Вот знаете, в чем основная проблема на сегодняшний день? Все зависит от Шахистан Шагау, это от личности. Если педагог сильная личность, если человек милижанова кшедабоса, если он с осознанием национальной идентичности своей, духа, да, своего народа, носителем является духовности своего народа, он будет это интегрировать. Есть очень большое количество людей, поскольку это не обязательное явление, очень много действительно где-то есть, где-то этого нет. Может быть, это вносить как элемент стандарта. Вот мы были в Китае, в Сычуане, да, на стажировке. Там что они делают? Вот мы заходим в класс, вот они учатся, у них другая система образования. Они учатся с утра до позднего вечера, потому что их воспитывает школа. У них с утра там это гимнастика. Родители все работают. Да, гимнастика сложно, дыхательная, да, ушу. А после обеда они, и мальчики, и девочки, пельмени традиционные лепят, китайские, расписывают веера. Это же мелкая моторика. Ребят, у нас дети хорошо только в телефоне орудуют. Либо конструкторы Лего, да? То есть вот та же самая моторика. Хотя можно было чуть-чуть другие конструкторы, кожную мозаику им, да? Но при этом вот в Варском районе, вот еще ведь дело и в учителе, да, в мастере. Да. Вот сколько мастеров сегодня в Варском районе? Вот есть такие люди. Я как-то пыталась сделать гравировку на часы в Казани. Я знала, где делают. Я пришла и сказали, а он умер несколько лет назад. И все. И все. То есть с ним вместе с мастером уходит иногда ремесло. У нас, к сожалению, есть но сегодня у нас два предпринимателя серьезно занимаются народными промыслами. В этом году появилась вот третья. У нас Аршабика. И, соответственно, я думаю, мы дальше будем развивать. Это предприятие именно. Ну да. А вот такие вот штучные мастера очень много сейчас. Их даже я не могу так вот... Аби, Бабай, которые вот еще помнят. У меня цифр нету, но все равно, если исполно ушли, да, многие из них еще живы. И вот этот опыт надо от них перенимать. И, соответственно, очень много занимается вышиванием тюбетеек. Пано же у нас тоже занимался. Вы знаете, спасибо вам большое за идею. Давайте мы проведем в будущем году, в первом квартале, перепись мастеров. Пожалуйста. С районами мы это сделаем. Спасибо огромное. Да. Абсолютно хорошая идея. Мне вообще хочется даже как журналисту
с каждым из них встретиться и о каждом вы из них... Вы не сможете встретиться с каждым, потому что мастеров на самом деле гораздо больше, и просто они не все продают Нет, свое. После переписи где-то станет ясно, но все-таки есть такие уникальные хранители традиций, о которых хочется и запечатлеть, и видеоархив, чтобы они был. И, в принципе, через них популяризировать. Вот, еще у нас вопрос, вот где инфоцифрование в популярности этномоды, вот мы сейчас говорили об этом направлениях. Как отследить аутентичность изделий? Есть ли какая-то сертификация, в принципе? Я помню, что вы переживали по поводу в Казахстане, вы обнаружили наши сапожки, да? Да, я не только в Казахстане, по всему миру. Вот. Не получится ли так, что, в принципе, тут мы популяризируем, потребление тут мы увеличили, а в Китае делают? Знаете, то, что должны делать в Арске. Палка о двух концах. Китайцы всегда будут делать дешевле, но они не будут делать качественно так, как делают мастера здесь. Потому что это действительно будет штучный товар. И мы можем долго сертифицировать, мы можем придумывать законодательство, но всегда найдутся люди, которые будут подделывать. А не это ли есть популярность? Вот, мне кажется, это самый главный вывод. Здесь увидела больше плюсов. Надежда Фредовна, вот насколько аутентичность изделий, вот на мне, да, если 19 век, насколько сегодня она важна вообще? Она важна, потому что если мы забудем про базу, будем развивать только этнофэшн, у нас выйдет глухой телефон. Мы должны параллельно вести и этнографический костюм, и развивать моду, потому что дизайнеры должны на что-то опираться, прежде чем делать вот эти вот этновещи. Вот, на что вот вы сейчас опираетесь, насколько вы сотрудничаете с учеными, с историками? Мы сотрудничаем, безусловно, спасибо Дине, что нас консультирует, да, и другие коллеги тоже нас консультируют. Выбора. Мы делаем этнографический костюм, чтобы его знали. Понятно. А необходимо ли все-таки вводить определенное, ну тоже Радха Хафизяновна в этой ситуации, обязательное согласование у нас есть художественное... с ученым советом, я не знаю, на предмет, что мы транслируем? Совет. У нас есть художественный экспертный совет, он не сильно работает, я вам сразу скажу. У нас есть, остались все равно ученые, которые очень четко относят то или иное изделие к изделию народных художественных промыслов, но пока не будет очень четкого, хорошего, весомого пакета преференций, людям это будет все равно. На самом деле здесь две составляющие, есть три составляющие. Есть научная составляющая, я уже об этом говорила, есть просветительская составляющая, и нужно и детям объяснять, и вообще с людьми работать, чтобы объяснить, что и что. И третья составляющая, это в любом случае актуализация, потому что не надо воспринимать, что ремесло, это, вы знаете, вот законсервировали больше. Это технология, любая технология развивается. Да, нельзя менять суть технологии. Нельзя, нужно определить ключевые, незыблемые элементы этой технологии. Но в принципе, для популяризации, я с Диной абсолютно согласна, да, если кто-то будет тиражировать. Это говорит о популярности. Это говорит о том, что мы крутые, когда тебе начинают... Мне кажется, всегда нужно понимать, что есть музейная реплика, что есть дизайн. Мы часто это путаем. Но, к сожалению, культурный код, там, к сожалению, никак нет разделения, где ребята изготавливают костюмные комплексы реплики, а где ребята изготавливают современные моды, фэшн-показы. И те ребята, которые изготавливают реплики, они теряются. Потому что, чтобы изготовить 10 костюмов современных, нужна определенная сумма. Чтобы изготовить один, нужно в 3 раза больше. Это настоящий костюм. На самом деле должно быть и одно, и другое. Да, очень много все-таки интересных решений. Проблемы сегодня озвучили. Радха Хафизяновна, вот в завершении, коротко, потом подведем итоги. В сумме, что будет? Вот Центр народных художественных промыслов. Что мы там увидим? Вы знаете, а потом посмотрим, чем мы еще бы наполнили его. Я могу сказать, что сегодня детальной планировки ЦУМа точно нет. Но самое важное, что хочется там увидеть, это наш все-таки национальный дух. И неважно, то есть я сегодня много раз говорила о среде обитания, да, вот мы говорим о традиционном месте бытования промысла. Вот очень важно, чтобы в ЦУМе мы могли познакомиться со всеми традициями организации среды обитания, которые у нас сегодня дошли до нас. Это и кухня. Кухня – это тоже ремесло, это тоже промысел. И это тоже язык. И наши все виды, 11 видов традиционных промыслов, чтобы они были там представлены. И система обучения, и система шоу-рум, чтобы люди могли видеть, как, собственно, это делается. Вы один раз посмотрите, как вот этот вот казанский шов делается, и вы поймете, чем он будет отличаться от просто так подделок, да, в части сапожек, чтобы вот посмотреть, насколько это сложная технология. Это будет, еще раз говорю, в нашем понимании, это все-таки центр именно сохранение вообще культуры ремесла, и не только в Татарстане. Вот. Рустам Нургалиевич, он считает, что вообще очень важно
уважать и у других народов. Вот снова, да, вот сколько мы с ним, вот мы ездим, он очень много ездит, активно общается с людьми. Он везде обращает внимание на то, как люди сохраняют традиции, как это преемственность традиций, ну, да, даже это важный элемент. Да, и в том числе после Якутии. Особенно сильно прозвучал, в том числе по Сабантуй. Коротко, буквально по одному предложению, эксперты в самом конце, озвучивают. Телезрители говорят, что не покупать, потому что дорого, 52%, 53%. 25% говорят, не знают, где купить настоящее изделие, и 20% говорят, что часто покупают. То есть телевизионная аудитория все-таки ближе, скажем так, к промыслам. Коротко в конце программы, чем бы еще ЦУМ наполнили, не ЦУМ, да, Центр народных художественных промыслов. Центр традиционной культуры, наверное, больше, да. Но не суть важно. Ну, мы будем над этим работать. Пока вот я же говорил, что в первом своем высказывании, что федералы пока эту программу закрыли, ждем финансирования, мы над этим будем работать. И кроме этого еще, вот я уже говорил, что мы будем программу свою районную, наверное, мы подумаем о налоговых льготах, и, соответственно, вам еще огромное спасибо. Вот как Ирина Хазяновна говорит, места традиционного бытования, там есть постановление Кабинета министров, всего-то их особо немного, 11 всего, и из них Арский район... Нет, мест больше, а 11 видов промыслов. И в 9 из них Арский район присутствует, значит, нам еще есть над чем работать. В столице будете почти народный промысл, Алла Берся. Спасибо. Что бы хотели видеть в центре? Сейчас появился очень модный термин экзотизации культуры. Это на самом деле неплохо. Мы должны показать ту изюминку, которая отличает от других. В ЦУМе, как раз в том новом центре, оно должно присутствовать. Недавно смотрела подкаст, сейчас молодежь смотрит подкасты, «Крот Казанский». И там рассказывают о воспоминаниях Галы, той самой Галы, которые помнят, как в Казани ходили верблюды. И это будет интересно. Вот какие-то такие моменты. И второе, сейчас добавлю быстренько. Будем дружить и учиться у соседей. Удмуртия, Башкортостан, Чувашия и все другие рядом ближайшие республики, они делают тоже очень много. Да, одним предложением буквально. Надежда Альфредовна, что хотите увидеть в центре? Я хочу, чтобы у нас существовали мирно и этнографические промыслы ремесла, и костюм, и этнофэшн, чтобы в центре у нас Минкульт перед тем, да, сделал общее все-таки собрание и рассказал нам, что да как, и что будет. Хорошо, спасибо, Рушания Кемедина. Чтобы... Я вот демонстрировала свое производство, так как они мне уже мешают. Вот там свой магазин откроете, который мы все ждем. Мы хотим открывать свои производства. Все, хорошо, то есть очень ждете. Да, пожалуйста, Гульнас Марсовна. Я бы, наверное, наполнила бы товарами для детей. Потому что, как известно, у нас в советское время даже была своя фабрика игрушек. Она очень долгое время работала, и все куклы, производимые на нашей фабрике, они были известны по всей России. Вот эти кидспейсы, чтобы дети профессию там получали, осваивали мастеров, ремесленников, да? Должны быть коворкинг-зоны, мастерские для детей. И у нас есть в этом потенциал. Радка Хазяновна, очень коротко, пожалуйста, ваш итог. Чтобы там были люди, чтобы это было интересно людям в конечном итоге. Это самое главное. Просто только совместными усилиями мы сможем сами себе быть интересными. А если мы будем сами себе интересными, то мы будем интересны и всем остальным. Я благодарю всех экспертов. Было очень интересно, были интересные неожиданные решения. Я надеюсь, все воплотится. И следующий год, несмотря на год научно-технологического развития, будет в том числе и центром народных художественных промыслов. Всего доброго, до свидания.